Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Я лидер народного движения «Демократический выбор Туркменистана» Мурат Курбанов. В этом своем выступлении я бы хотел переговорить о политической истории Туркменистана за последние 30 лет. Чтобы начать с этого, мы должны начать немного раньше, с 1970 года. Так вот, Сапармурат Ниязов, 19 февраля 1940 года рождения, мы отпускаем его профессиональную деятельность, вернемся к его политической деятельности. В 1970 году работал инструктором горкома партии города Безмина. И когда приезжали с Москвы гости из ЦК КПСС, в ЦК КПТ в виде достопримечательности водили на Безминскую ГРЭС. Показывали, как работают большие стройки в Туркменистане. После того, как гости приезжали на Безминскую ГРЭС, Сапармурат Ниязов их водил, показывал, давал им чаю, обслуживал их, кормил их и опять отправлялся в КПТ. Он очень был покладистый, давал подарки, заводил знакомства. Тем самым, используя свои связи, в 1976 году он закончил высшую партийную школу в Москве. В 1976 году, как он закончил высшую партийную школу, он приехал в Туркменистан и работал простым инструктором ЦК КПТ. Далее заведующим отделом. Точно так же он встречал гостей, провожал, был не особо одаренный, не особо идейный, не особо переживающий за свою страну. Просто делал свою карьеру политическую на связях и на знакомствах. В 1980 году его избирают первым секретарем горкома партии Туркменистана, или, другими словами, мэром города. В этот период он работает на благо города, старается что-то делать, естественно, обзаводится связями. Он приглашает себя работать Сапарова Реджепа. Реджеп Сапаров – это так называемый кассир Ниязова. Он и с 80-го года ходил, дефицитные товары находил, обеспечил семью Ниязова в его отсутствие, то есть смотрел за его семьей. Он был его замом по хозяйству. В дальнейшем он его привлекет к себе на работу поближе. Сначала назначит председателем объединения Туркмен-Хаалей, потом потихонечку сделает заместителем председателя кабинета министров. В общем, он его будет кассир, который решает все нестандартные проблемы господина Ниязова. В 1984 году он неожиданно возвращается в ЦК КПТ работать простым инструктором, в дальнейшем инструктором по организационной партийной работе и так далее. В марте 1985 года его назначают председателем Совета Министров. Это как премьер-министр, чтобы он ознакомился с хозяйственной работой Туркменистана. А в декабре 1985 года его назначают первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Туркменистана. Здесь у него начинается настоящая политическая карьера. С этого момента он начинает прибирать власть в Туркменистане. То есть здесь появляются Жадан, Храмов, Умнов, его помощники. Здесь появляется его кассир Сапаров Реджеп. И с этого момента они организовывают захват Туркменистана. Прошу заметить, что пост президента был введен еще до принятия Конституции. Поэтому 27 декабря 1990 года на безальтернативных выборах Ниязов назначает себя президентом Туркменистана. Выборы проходят фальсифицированные. Народ Туркменистана еще даже не знает, что такое президент, еще не знает, что за эту должность надо бороться, еще не знает, что эта политическая борьба уже идет с 1985 года и просто не участвует активно в этом процессе. Поэтому сфальсифицировать эти выборы было очень просто, так как они были безальтернативные, с одним кандидатом, господином Ниязовым, и это все произошло, как и ожидалось. Согласно официальным данным, за него проголосовало 98,3%. После принятия Конституции 1992 года президент Туркменистана Сапармурат Ниязов решил, для того, чтобы привести свои полномочия в соответствие с основным законом Туркменистана, Конституции, он решил провести выборы. Подавляющим большинством голосов, 99,5%, он набрал голоса и был избран еще раз президентом Туркменистана. Если рассказать о Меджлисе Туркменистана, то он назывался Верховным Советом Туркменской ССР. После проведения первых парламентских выборов в 1994 году Верховный Совет Туркменской ССР начал называться Меджлисом. До проведения в 2013 году очередных парламентских выборов Меджлис Туркменистана являлся однопартийным. Все места в
парламенте занимали члены Демократической партии Туркменистана. Это бывшая коммунистическая партия Туркменистана, которая в один день переименовалась Демократической партией Туркменистана. В 1993 году решением Меджлисом Туркменистана Сапармурат Ниязов провозглашен Туркменбаши. Он стал главой Туркмен мира. С этого момента началось создание культа личности Ниязова. Во второй половине 1993 года Демократическая партия Туркменистана, бывшая коммунистическая партия Туркменистана, выдвинула идею продлить полномочия президента Туркменистана до 2002 года без проведения очередных выборов 1997 года. То есть первый раз он был избран безальтернативно президентом Туркменистана, в 1992 году автоматически продвинули, а следующие выборы в 1997 году заранее, в 1993 году, через год после его второго избрания, автоматически перекинули до 2002 года. Замечаете цепочку? И с этого момента все пошло-поехало. Создание культа личности, включилась большая государственная машина во главе с Храмовым, Жадановым и Умновым по возвеличиванию этого Ниязова. В 1993 году его объявили Туркменбаши Великий, глава туркмен всего мира, и пошло-поехало. С этого момента все демократические принципы, все принципы патриотизма, все принципы поднятия страны, государства просто ушли в сторону. Началось поднятие культа личности Ниязова. В итоге Ниязов, если посмотреть, он не был каким-то одаренным политиком или идейным каким-то. Он просто коррупционер, государственный политический мошенник, который использовал связи, свои контакты для того, чтобы возвеличить сам себя и поднять свое имя высоко. Он, конечно, сделал немало вещей. Начал строить Туркменистан, начал показывать всему миру, что вот Туркменистан строится. Но это одна сторона медали. Это вот та же картинка для того, чтобы возвеличить вот этот культ личности вверх. Правление Ниязова характеризуется установлением в стране абсолютной личной диктаторской власти, а также масштабного культа личности. За прошедшие 16 лет после распада СССР у Туркменистана сложилась репутация самого авторитарного из всех постсоветских государств. Сапармурат Ниязов – последний глава Туркменской ССР и первый лидер независимого Туркменистана. Создал политическую систему, основанную на репрессиях и углеводородных богатствах страны. Доходы от экспорта природного газа, запасы которого в Туркменистане огромны, он использовал для финансирования аппарата внутренней безопасности и пропагандистской машины, а также для обеспечения определенного уровня материального благосостояния населения за счет субсидирования товаров первой необходимости. Свобода слова и печати, собраний и вероисповедания урезана в Туркменистане до крайней степени. Правозащитная организация Freedom House отнесла Туркменистан к той же категории диктатур, что и Северную Корею, Сирию и Судан, отведя ей самые низкие строчки своего рейтинга. Возможность выезда за рубеж для граждан Туркменистана резко ограничена, а для большинства иностранцев доступ в страну закрыт. В результате Туркменистан стал самым изолированным от мира государством бывшего СССР. За последние 16 лет пожизненного президентства Сапармурада Великого Туркменбаши было принято очень много идиотских и негуманных законов и решений, которые не соответствуют Конституции Туркменистана. Но тем не менее эти решения были приняты. Он и как его последователь полностью наплевали на Конституцию Туркменистана, так и на свой народ. Вот некоторые новшества, которые были приняты идиотскими решениями. Титул Туркменбаши дословно переводится как глава туркмен. Позже его переводят как Туркменбаши Великий или Бейк Туркменбаши. Присвоен Сапармурату Ниязову официально постановлением Меджлиса, парламента. Тут надо отметить, что ни Меджлис, ни парламент, ни министр, ни вице-премьер, ни Народный совет, никто не может принимать решения самостоятельно. Это все делается с подачи Жадана, Храмова и Ниязова. Они в своем кабинете все обмозговывают, вызывают вице-премьера, курирующего какую-то область, и заставляют его или через депутатов, или через председателя Меджлиса давать вот эти вот заявления или давать свои инициативные предложения.
Или просто какого-то хакима заставляют найти какого-то человека, желательно пожилого, чтобы он кричал без остановок на народном собрании, что надо ему дать титул Бейик Туркменбаши, Великий Туркменбаши. Именем Ниязова в Туркменистане названы город Туркменбаши, бывший Красноводск, а также именем его и его родителей значительное количество районов, улиц, заводов, колхозов, школ, учреждений. Самая высокая горная вершина Туркменистана – это пик Айри-Баба высотой 3138 метров в хребте Койтан-Нага. Теперь по-туркменски называется Бейик Сапармат Туркменбаши Белентлиги. Появились певцы, поэты и подхалимы, которые не представляли свою жизнь в случае смерти Туркменбаши и готовы были умереть в один день вместе с ним. К сожалению, по неизвестным нам причинам, эти граждане еще живы и здоровы и отказываются прекратить свою жизнь, чтобы последовать за своим кумиром Ниязовым. По всей Туркмении было установлено более 14 тысяч памятников и бюстов Туркменбаши. Было установлено несколько золотых статуй Ниязова, среди которых выделяется огромная 14-метровая вращающая вслед за движением солнца скульптура в Ашхабаде стоимостью $10 миллионов. Изображения и портреты Туркменбаши были размещены на тысячах плакатах и транспарантах, бесчисленным множеством фотографий и помещениях учреждений, в мечети, кабин автомашин, в начале почти всех передач национального телевидения, первых полос газет, на упаковках промышленных и пищевых товаров, на бутылках с водкой, сердар, вождь и коньяком. Центральным банком Туркменистана были выпущены денежные знаки с изображением Туркменбаши, которые почему-то очень быстро обесценились в несколько раз. В 2001 году, к десятилетию независимости Туркменистана, Центральный банк страны отчеканил юбилейную золотую монету достоинством в 1000 манат, на аверсе которой изображен портрет Туркменбаши. В дни праздников местная пресса всегда публиковала поздравления в адрес Туркменбаши от имени Кабинета министров, Меджлиса, Халкмаслахаты и других государственных органов. Среди населения поощрялось распространение доверительных рассказов о божественных способностях Туркменбаши, о том, что Ниязов одним только взглядом на лету убивает мух, может вызвать и останавливать дождь и тому подобное. Была специально составлена клятва Туркменбаши. Во всех школах Туркменистана школьники должны были начинать утро с клятвы на верность Туркменбаши. Ко дню рождения Туркменбаши был приурочен и праздновался с большим размахом государственный праздник – День национального флага Туркменистана. По этим дням, 19 февраля, проводились праздничные фейерверки, обходившиеся около $1 миллиона каждый. Годовщина избрания Ниязова на пост президента 21 июня 1992 года отмечалась в Туркменистане ежегодно, хотя и не являлась официальной праздничной датой. Туркменбаши 5 раз удостаивался звания Героя Туркменистана и награждался медалью Алтынай – Золотой полумесяц, кавалер ордена Руха Белент, Величие Духа и других наград. Философское историческое исследование духовности туркменского народа Рухнама, книга Духа, автором которого считается Сапармат Ниязов, было впервые издано в 2001 году. Оно объединило полный бред его больного воображения, набор пословиц и поговорок. Все это было собрано совсюду воедино. Книгу Рухнама заставляли учить наизусть. Без него невозможно было сдавать экзамены в школах и в высших учебных заведениях. В 2004 году психически больной маразматик, президент Туркменистана Сапармат Ниязов, выпустил свой второй том книги Рухнамы. У школьников и студентов урезали программы уроков важных предметов, чтобы дополнительно увеличить уроки книги Рухнамы. Помощник президента, курирующий всю пропаганду диктатора Ниязова господин Храмов и Ниязов, готовили мозги нашего народа к окончательному захвату и к полному обезбалованию народа. Бывший главный муфтий Туркменистана Насрулла ибн Ибадулла был приговорен к 22 годам тюремного заключения, потому что он отказался поднять Рухнаму выше Корана. Туркменский календарь. 12 августа 2002 года Туркменистан перешел на новый календарь. Предложение о смене названий месяцев и дней недели в связи с возвращением туркмен к своим корням было озвучено президентом республики Сапармурадом Ниязовым. Единогласным волеизъявлением принято на заседании Народного совета, высшего представительного органа страны, происшедшего 8 августа 2002 года. Месяцы, которые были переименованы: январь – Туркменбаши, это второе имя президента Туркменистана. Февраль – Байдак, флаг, месяц знамени. Март – Новруз, весенний мусульманский праздник. Апрель – Гурбан Султан Эдже,
мать президента Ниязова. Май – Махтумкули по имени средневекового классика туркменской поэзии. Махтумкули Фраги. Июнь – Огуз, прародитель туркмен Огузхан. Июль – Горкут, герой туркменского эпоса Горкут-Ата. Август – Алп-Арслан, один из основателей империи сельджуков. Сентябрь – Рухнама, в честь названия Духовного кодекса туркмен, написанного президентом Туркменистана Ниязовым. Октябрь – Гарашсыдлык, в этом месяце отмечается День независимости Туркменистана. Ноябрь – Санджар, в честь последнего правителя империи сельджуков султана Санджара, 12 век, потомки которого 150 лет правили в нашем регионе. Декабрь – Бейтараплык, в этом месяце отмечается День нейтралитета Туркменистана. 12 декабря 1995 года в ООН приняли решение о нейтральном статусе Туркменистана. Ну и в других областях великий Туркменбаши провел свои реформы. Например, пенсионная реформа. Туркменбаши объявил, пенсионеры, которые имеют совершеннолетних детей, должны содержаться этими детьми. Кроме того, не имели права на пенсии те, кто не может подтвердить свой стаж работы документально. Одинокие пенсионеры должны были сдать квартиры государству и переселиться в дома для престарелых, за содержание в которых должны быть отчисляться часть сохраненной пенсии. Пенсионные выплаты колхозникам были уменьшены и приостановлены на 2 года, а переплаты колхозникам-ударникам времен СССР, когда главе семьи неправомерно начислялись повышенная пенсия, должны были быть возвращены государству. То есть те люди, которые работали на государство, платили все социальные выплаты и пенсионные выплаты, просто лишились их. Реформа здравоохранения. В марте 2004 года Ниязов отдал приказ об увольнении 15 тысяч медицинских работников. Будучи последовательным политиком, он уволил практически всех медицинских сотрудников среднего звена – медсестер, акушерок, санитарок, фельдшеров. Реформа в науке. Он закрыл Академию наук. Реформа культуры. В 2001 году великий Туркменбаши упразднил цирк, балет, театр, а также национальный ансамбль танца. В 2005 году было запрещено исполнять нетрадиционную музыку по телевидению, радио и в общественных местах, а также были запрещены фонограммы при выступлениях артистов. Нетуркменские культурные организации не имели права действовать в стране. В дань уважения безграничной любви к своей матери он переименовал хлеб, чорек, Гурбалсантан Эдже в имя своей матери. Богиню правосудия Фемиду в стране изображали с лицом матери Туркменбаши. Туркменбаши соорудил большой комплекс родового мавзолея Ниязовых. Там в отдельных зданиях, усыпальницах покоится прах его давно умерших отца, матери и 2 братьев. В 2004 году был объявлен годом героя Туркменистана Атамурада Ниязова, отца первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. В 2003 году был год героя Туркменистана Гурбалсантан Эдже, матери первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. К этому были посвящены много концертов, встреч, рассказов. По всей стране гуляли специальные экспедиции, которые рассказывали людям, проводили конкурсы, концерты. То есть полный беспредел. Рядом с родовым мавзолеем Ниязовых была сооружена крупнейшая в Средней Азии мечеть Туркменбаши Рухи, вмещающая до 10 тысяч человек. Строительство обошлось в $100 миллионов. И все это за счет нашего государственного бюджета, за счет наших денег, граждан Туркменистана, из нашего кармана. Изменение облика Ашхабада, градостроительство, дворцы и фонтаны. В июле 2003 года в Ашхабаде заменены порядковыми номерами названия всех улиц, кроме 9 основных магистралей, часть которых названа в честь Туркменбаши, его отца и матери. Туркменбаши велел соорудить в Ашхабаде огромный дворец в Бахтштане, Бахт-Көшки, дворец счастья, носящий имя Гурбалсантан Эдже, матери Сапармурада Туркменбаши. Президент собственноручно утверждал первую страницу всех основных печатных изданий в стране, на которых всегда помещался его портрет. Ранее в 2003 году был запрещен ввоз в страну и распространение иностранных печатных изданий, включая подписку на периодику. В стране была прекращена трансляция российских телеканалов и радиостанций. Доступ в интернет также был ограничен. Туркменбаши приказал изготовить самый большой в мире башмак, как символ семимильных шагов, в котором движется нация. Правила для чиновников. При встрече с президентом Туркменистана они обязаны были унизительно целовать правую руку, унизанной перстнями. Основатель диктаторского режима, президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, великий Туркменбаши, со своими сообщниками Жаданом,
Храмовым и Умновым провели безальтернативные сфальсифицированные выборы в Туркменистане. И тем самым Ниязов назначил себя президентом Туркменистана. И после этого, в 1992 году, он просто автоматически их переутвердил. Опять же сфальсифицировать. С этой даты в Туркменистане не проводились никакие выборы. Они всегда были досрочно, и они всегда были успешными. Больше 99% голосов для Туркменбаши. Зарабатывая свое богатство на продаже газа, строительстве, продаже наркотиков через дипломатические каналы, Ниязов быстро стал миллиардером и начал относиться к своему народу как к своим рабам. Маразматик, физически нездоровый, психически больной человек часто от скуки вызывал молодых девушек в свою резиденцию, насиловал их, а потом топил у себя в бассейне. С 2003 года он окончательно начал выходить со своего ума. Он регулярно болел. Ему все время казалось, что начинается дворцовый переворот. В этот момент он брал свой золотой пистолет и стрелял по сторонам, особенно в свою тень. Он часто находился у себя в резиденции. Но так как он был в одном лице президент, премьер-министр, председатель Народного собрания, который по статусу выше, чем парламент, все вице-премьеры были вынуждены приходить к нему на прием, чтобы получить добро и новое задание. Они обязаны были согласовать все важные вопросы с ним. Но они боялись заходить в помещение, где лежал великий Туркменбаши. Потому что он мог их застрелить, или тут же уволить и посадить, или просто издеваться над ними. После 2003 года у него начались очень серьезные психические расстройства и психические отклонения. Жадан, Храмов, Умнов это тщательно скрывали от нашего народа. Президент был недееспособен. Эти лица помогали Ниязову скрывать его состояние, чтобы он мог дальше в таком же состоянии пожизненно управлять нашей страной. Так как он часто болел, он обычно лежал у себя в резиденции. В помещение, где он лежал, могли заходить только Жадан, Храмов и Умнов. Они заходили к нему, получали задания, указания, выходили и давали эти задания вице-премьерам, министрам и правоохранительным органам. Когда они заходили туда, к нему, получали ли они задания, разговаривали они с ним, никто ничего не знает. Они выходили и давали задания. Тем самым они управляли страной. С ведома Туркменбаши или без ведома, это уже неизвестно. Коррупционер, политический мошенник, который украл у своего народа 16 лет жизни, все голоса, сам себя назначил президентом, маразматик, психически неполноценный великий Туркменбаши Сапармат Ниязов так и не смог стать Ататурком для своего народа. Потому что, как говорил знаменитый французский моралист Жан де Лебруйер, высокие места делают людей великих более великими, а низких более низкими. Так, 21 декабря 2006 года Жадан, Храмов и Умнов объявили, что Ниязов скончался. Тем же днем вместе с вице-премьером Бердумухамедовым и начальником охраны президента Ниязова Акмурадовым Реджеповым сообща, договорившись, совершили государственный переворот. 21 декабря 2006 года, согласно Конституции Туркменистана, без всяких согласований и процедур назначения, председатель Меджлиса Атаев Авезгельде Атаевич должен был бы занять пост временно исполняющего обязанности президента Туркменистана и объявить о свободных выборах президента Туркменистана. Узнав о том, что будут объявлены свободные выборы в Туркменистане, эта банда, помощники президента Жадан и Храмов, а также вице-премьер Бердумухамедов, начальник охраны президента Акмурат Реджепов срочно 21 декабря проводят совместное заседание Государственного совета по безопасности и Кабинета министров, где просят отклонить кандидатуру председателя Меджлиса Авезгельде Атаева в связи с возбуждением уголовного дела против него, Генеральной прокуратуры Туркменистана. Незаконное совместное заседание решило назначить временно исполняющим обязанности президента Гурбангулы Бердумухамедова, тем самым произведя государственный переворот. В дальнейшем, как обычно, используя фальсификации, Бердумухамедов в течение 56 дней со дня смерти Ниязова становится автоматически президентом Туркменистана. А это уже другая политическая диктаторская история. Дорогие туркменистанцы, вот эта политическая история господина Ниязова показывает, как
пронорливый карьерист, функционер Сапармурат Ниязов использовал политическое мошенничество, украл наши голоса на выборах президента Туркменистана и стал вторым диктатором в мире. Он украл у нас не только наши голоса и богатство, но и свободную, достойную жизнь. Он украл у нас возможность получить бесплатно знания и возможность самореализоваться. Он загнал наш народ в такой политический и гражданский упадок, что мы даже через 14 лет его смерти не можем выбраться и стать свободными. Это результат нашего бездействия, нашего желания не участвовать в политической жизни нашей страны, наше желание не участвовать в общественной жизни нашей страны, наше желание не быть гражданскими активистами, наше желание не быть вообще активными, нежеланием бороться за свои конституционные права. Ниязов в 1990 году уничтожил всю политическую систему, все политические институты, демократические институты нашей страны. Он лишил нас свободных выборов, избираться, быть избранным, возможность отстаивать свои права, возможность создания партий, движений, объединений, вообще возможность нашему обществу развиваться. Он уничтожил все издательства, свободные медиа, свободные телеканалы, свободные издательства, газеты, журналы. Он прогнал интеллигенцию, некоторых посадил, некоторые вынуждены были уехать. Он посадил много активных деятелей, гражданских активистов. Он запугал народ так сильно, что если ты начинал вмешиваться в политику, тебя сразу сажали в тюрьму. Он опозорил нашу страну на весь мир. Нашу страну знали как диктаторская страна, а Ниязова как вторым диктатором в мире. Он прорубил дорогу следующему диктатору. Он создал диктаторский режим и прорубил дорогу вперед этому диктаторскому режиму. Сапармурат Ниязов создал такую политическую систему, которая работала только для него. Она стала однопартийная. Его клоны, аграрная партия и партия бизнесменов и промышленников – это клоны, которые единогласно поддерживают основную оригинальную партию. Старую коммунистическую партию, которая сегодня называется Демократическая партия. Он создал эту политическую систему только для того, чтобы она восхваляла его, была выгодна только ему и вместе с государством работала только на него. Это политическая система одного человека. Ни о какой политической конкуренции или ни о каком плюрализме мнений, свободы слова, свободу развития, свободу передвижения не говорилось. Мы должны положить конец этому режиму, созданному Ниязовым и продолжающим диктатором Бердымухамедовым. Дорогие туркменистанцы, находящие внутри Туркменистана и за пределами Туркменистана, нам каждому надо сделать один маленький шаг. Один маленький шаг для победы демократии в Туркменистане. Каждый должен подумать и решить сам, что ему лично сделать, чтобы возвратить нашу страну обратно. Чтобы Туркменистан вновь пошел по верному демократическому пути, где все равны и у всех есть конституционные права, где мы сможем свободно заниматься бизнесом или бесплатно учиться и развиваться, как другие страны, где нас никто не преследует за то, что мы заходим в интернет, смотрим YouTube, страну, в которой мы сможем без масок выступать, не прятать свое лицо, не бояться за своих родственников, за то, что мы выступаем где-то или говорим в какой-то стране или у себя на родине что-то, которое не нравится нашим руководителям. Мы должны бороться за свою свободу. Вперед, Туркменистан! Вперед, туркменский народ! Спасибо.